Господин Пашков, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что говорили наши жители в репортаже. Если можете, сначала комментируйте. Вы помните, да, одни считают, что городу нужны новые очистные сооружения, другие возмущались, что неприятные запахи. Вот ваше объективное мнение по данной ситуации. Все же связаны одним моментом, что нужны городу очистные. Эксперты сказали, что дешевле построить новый, чем реконструировать старый, но, наверное, это правильно. Я знаю, я просто действительно знаю, сколько лет город старается решить эту проблему. И до Сергея Ильича, его Сергей Ильич уже сколько лет бьется, потому что с его самого первого срока, он буквально пару месяцев как был примар, и мы с ним выезжали в Кишинев, где встречались неоднократно, причем с разными людьми, как раз по решению этого вопроса. То есть этим вопросом было занято сразу с 2015 года. Да. То есть мы выезжали, я помню, да, в управление регионального развития, мы встречались тогда с руководителем, тогда был, по-моему, господин Усатый. То есть мы ездили, встречались и в посольствах были, и записывались разные программы международные. Да. То есть Сергей Ильич, ну, я за него сейчас, если раз в студии, скажу, что все вот эти годы он занимается этим вопросом очень плотно. При том, что, вы знаете, достаточно высокая репутация у Камрадской примарии международных доноров. То есть нет никаких скандалов, все всегда реализуется прозрачно, транспарентно. И, как говорится, во благо. Люди говорят все правильно, потому что отсутствие очистных, вы представляете, какие объемы даже бытовой химии выливаются в течение суток в почву. Почва – это родники. Уже представляем, послушаем сейчас экспертов. Это почва, это все воды подземные, это все наши фрукты, овощи, это пшеница, это все у нас заражено. Потом мы же это все испарение, да, то есть мы дышим этим, мы это кушаем, мы поэтому ходим, мы живем, грубо говоря, в такой некой отравленной оболочке. Поэтому господин примар и старается решить этот вопрос, потому что он реально очень такой значимый, но при этом очень дорогостоящий.